Добрый день. Расскажите, пожалуйста, вообще, как вы оцениваете деятельность пожарно-спасательной службы? Вообще, все задачи успешно выполняются, которые стоят сегодня перед вами? Ребята делают, что можно делать. Для такого района никак нереально, чтобы одна пожарная часть, две машины спасут все. Никак не получится. При всей желании, при всей боеспособности личного состава все равно не получается за то, что расстояние огромное. Для города достаточно. А куда-то выехать, хоть 100 машин будет у нас, мы не успеваем просто на пожар. Дом может сгореть буквально 7, 8, 10 минут, если не позвонили. И потом выехать в Гагиду, это как бы быстро, на такой машине тоже не разгонишься особо. А пока доедешь, все равно полчаса нужно выиметь. За полчаса дом сгорит, потом ничего не спасешь. Потому что на нижней зоне должно быть еще пожарная часть, и на верхней зоне должно быть. Было это так. А сейчас вот одна пожарная часть, это считайте, что для города. Лишь бы город спасти. Если подводить какие-то промежуточные итоги, вот статистику можете привести хотя бы вот с Нового года, вот за эти 2-3 месяца, сколько случаев экстренных было, сколько домов, там людей удалось спасти? Было серьезных пожаров около 4. Но по городу, чтобы дом сгорел вообще дотла, если никто не увидел, может сгореть. А если позвонили вовремя, все равно спасают. Чтобы дом дотла сгорел, по городу такой очень редкий случай. В этом году, вот, по сравнению с теми, вот март месяц, самый взрывоопасный месяц, вот весной все стараются какие-то участки прибавить, добавить, сжигают папоротник сухой, что-то. Вот. И предварительно, не подготовившись, начинают сжигать. Но в этом году, слава богу, это из-за того, что в декабре месяце, декабрь был все-таки сухой в этом году у нас, и заранее, наверное, сожгли. В этом году очень мало, по сравнению с прошлым годом, мало пожаров у нас, и лесных, и вообще жилой сектор тоже. Какая-нибудь профилактическая работа проводится с населением или, например, в общеобразовательных учреждениях с детьми? Обязательно. Общеобразовательные учреждения – это то, что мы в год 4 раза проверяем, как минимум. Это перед распуском школы, это в конце мая, и перед началом учебного года в сентябре обязательно. Перед елкой обязательно проверяем все школы. И в начале года. Вот по телефонограмме министерства мы проверяем школу 4 раза обязательно. Мы оставляем предписание. В год 2 раза в школах проводим беседу с детьми. Вот именно в этих образовательных учреждениях все пожары, 99% это электричество. Электричество. Тут диверсии нету, и значит электричество. И что? Опять-таки человеческий фактор. Хотят утром, зимой особенно, приходить в школу в теплой комнате, чтобы теплая была комната. И за это стараются, наверное, иногда оставлять включенными электрические вот эти печки. То это категорически нельзя. Уходя из школы, директор или кто-то ответственный должен быть за пожарное состояние в школе, который обесточить должен школу, перед уходом обесточить, и не будет пожара. Как обстоят дела вообще с планом эвакуации в городских школах и сельских? Вообще большая разница? Есть план эвакуации в городских и в сельских, но в сельских школах за то, что мало детей, мало, там легче в случае чего эвакуировать. И если типовое здание, школа, значит, не бывает школа без запасного выхода. Обязательно есть вход и есть выход. Мы это пишем, предупреждаем, смотрим, чтобы не закрывали они эти запасные выходы. Там иногда бывают парты старые, куда-то собрали в угол, поставили, закрывают.
И мы за это, что мы наказывать не можем, потому что штрафовать школу мы не можем, закрыть школу тоже мы не можем. Но какие меры вот воздействия тогда принимаете в случае нарушения, к примеру, если плановой эвакуации нет? Планов эвакуации везде есть, во всех школах. И мы особенно щепетильно относимся к этому, потому что, не дай бог, в таких школах, вот этих городских школ, очень большой контингент детей, не дай бог. Если не будет запасного выхода, если план эвакуации дети не будут знать, вообще мы этот трафареты тоже приносим, раздаем, они вешают стрелки, куда бежать, если что. Дети должны об этом знать. Взрослые знают, но и маленькие тоже должны знать об этом. Все, что случается, опять-таки, виноваты мы сами, в смысле, любой пожар, что дома возникло, это хозяин что-то не усмотрел. Спасибо вам большое. Очень такая подробная беседа. На все вопросы вы наши ответили. Благодарю. Будьте здоровы.